Преемственность детского сада и школы предполагает взаимосвязь содержания их воспитательно-образовательной работы. Необходимость преемственности между детсадом и школой усиливается в еще большей мере в связи со значительно возросшей ролью общественного дошкольного воспитания в нашей стране. Дошкольное воспитание – первое звено единой системы народного образования. Преемственность детского сада и школы предусматривает, с одной стороны, передачу детей в школу с таким уровнем общего развития и воспитанности, который отвечает требованиям школьного обучения. С другой – опору школы на знания, умения, качества, которые уже приобретены дошкольниками, активное использование их для дальнейшего всестороннего развития учащихся. Общая готовность определяется его физическим и психическим развитием ребенка. Физическая готовность – это хорошее состояние здоровья ребенка. Под психологической готовностью понимается прежде всего уровень интеллектуального развития. Важно, чтобы дошкольники усвоили не отдельные сведения, а овладевали системой взаимосвязанных знаний, на основе которых возможно вести предметное обучение в школе. Большое значение имеет развитие у них познавательных интересов, любознательности. Это основа для формирования у детей в школе разнообразных учебных процессов. В практике дошкольного учреждения сложился определенный опыт связи детского сада и школы. Выделяют две линии, по которым идет усыновление этой связи. Тесный контакт педагогических коллективов, администрации детского сада и школы и непосредственное сближение дошкольников и первоклассников. Воспитатели знакомятся с содержанием и спецификой учебно-воспитательной работы в начальных классах школы, определяя перспективы развития детей и обеспечивая тот его уровень, который требует школа. В свою очередь, учителя получают представление о содержании воспитательно-образовательной работы, осуществляемой в детском саду, с тем, чтобы опираться на имеющиеся у детей знания и опыт. Связь между детьми и подготовительной группой и школьниками поддерживается в течение учебного года. Ознакомление дошкольников со школой, учебой и общественной жизнью школьников дает возможность расширить соответствующие представления воспитанников детского сада, развивать у них интерес к школе, желание учиться. Формы этой работы разнообразны: экскурсии в школу, посещение школьного музея, библиотеки, компьютерного класса, мастерской, проведение совместных занятий, утренников, музыкально-литературных вечеров, организация выставок, рисунок, поделок, встречи и беседы с бывшими воспитанниками детского сада. Установление связи и творческого сотрудничества между детским садом и школой – необходимое условие успешного решения задач подготовки детей к систематическому обучению. Поступление в школу – важный этап взросления, стремление к которому изначально заложено в ребенке наряду со стремлением к движению и познанию. Если начало этого этапа не будет взаимоотличаться от дошкольного детства, у ребенка неизбежно появится чувство разочарования. Но в то же время удовлетворение стремления ребенка к взрослению должно обязательно произойти успешно, породить уверенность в своей силы. Задача состоит в том, чтобы разумно сочетать новизну отношений и видов деятельности с прежним дошкольным опытом. Проблема адаптации первоклассников к новым формам жизнедеятельности в школе возникает при любых условиях обучения. Для того, чтобы вчерашний дошкольник мог безболезненно включиться в новые для него отношения и новый учебный вид деятельности, необходимо изучить его стартовый уровень. Первоклассникам предстоит познакомиться друг с другом и построить отношения. Учитель, психолог заинтересованы в том, чтобы первоклассники как можно быстрее и успешнее вошли в школьную жизнь.